что поменялось. Куда заходить-то? Сюда, наверное. Давненько я тут не был. Ох. О, вот они, ребята. Шашлычок уже жарят. Друзья, сегодня у нас 25 апреля. Я вас приветствую в городе Якутске. И в этот замечательный солнечный пятничный вечер у нас праздник. В этот день Николаю Атласову, моему другу, исполняется юбилейный 45 лет. И вот он пригласил меня на празднование. И заодно мы очень редко видимся, дружим давно, но вообще практически не видимся, у всех дела, заботы. И вот наконец-то появился повод такой шикарный, отличный. Я сделал ему подарок своими руками, сниму какой-то видеосюжет о его праздновании. Ну и заодно я думаю, что этот материал пойдет, чтобы поделиться чем-то с вами. Вот мы здесь у них в усадьбе Атласовых, это этнографический комплекс. Я тут не был очень давно, и тут смотрю столько изменений. Сейчас, в общем, пойду поздороваюсь, сориентируюсь по обстановке, что как, и что-нибудь продолжим. Рано. Но ребята решили что-то гастрономическое сделать, поэтому с простого перешли на такой чуть-чуть интересные вещи. Креативная, да? Креативная, ага. То есть вместо обычного шашлыка у нас сегодня 3 вида шашлыка. Один из шашлыков это вот Наполеон, говядина местная, между ними мархинская свинина, сало тоненькими, чир. Здесь у нас еще один деликатес, это с мархинской свинофермы, это Наполеон. нос. Пятаки. Вот. Это же не 3, а 6 получается. А, ну да, 6. Вот там плов лежит. Что, начнем, да? Николай у нас шеф-повар, наш юбиляр, поэтому у него всегда на праздниках вкусно и очень необычно. Всегда импровизирует, придумывает разные всякие блюда. Даже помню на ИСах, ты целого коня запек на вертеле, да? Жеребенка. Такое было. Ну, вчера встречались. И вот, да. То есть тут система такая, ну ты в кухне разбираешься. Маленький огонь, нагревается, мы переворачиваем, она остывает, потом опять переворачиваем, и вот так идет. То есть тут получается долгое томление, и томление 18 часов. 18 часов нужно. Это с ночи начали уже, получается, да? В 3 часа ночи запустили, и вот сейчас она... Замариновал я его шприцом, соль, сахар, лавровый листочек. На территории теперь здесь музей. Вот тут было здание ресторана раньше, но сейчас там музейный комплекс с разными этническими культурными экспонатами. Ураса. Это тоже традиционное якутское жилище. Вот есть ураса, такая в форме. Ну, игу или как по-разному. А есть еще балаган. Балаган, вот он такой примерно формы. Ну, сейчас Коля говорит, пока вот весной всегда здесь так все тает, все не очень, но летом будет очень красиво. Ресторан, оказывается, уже Николай закрыл, но здесь у него осталась такая кухня-лаборатория, в которой он экспериментирует с разными блюдами, но и может собрать гостей, как сегодня. Такое вот уютное место в форме балагана, традиционного якутского жилища. Это свинья в свинье, короче, такая. Аллегорию такую сделали, типа. Прикол в приколе, шутка в шутке. Свинина в свинине, заправленная свинина. Короче, свинина томленая, соленой, который потом еще обжарили. Кто придумал это блюдо? 3 свинины, короче. Это не блюдо, это экспромт. Сегодня придумали. Сегодня, да? Да.
Это напиток какой-то? Лимончелло. Начало? Вяленые, копченые, топленые. То есть они вот очень много процессов прошли. Сейчас попробуйте буквально. Это вот гальяны, которые... Да, которые вот- Я в детстве ловил. Да. Вот вы Светильняки. как эксперт по пицце, вы можете познать? Ну, вы знаете, что такое пицца с анчоусами? Скажите, может ли наш гальян соревноваться с анчоусами? Да тут и прибалты отдыхают со своими шпротами. Реально классно. Это мурнушки могут быть на таком уровне. Вот работаем. Вот. Благо развития нашей якутской гастрономии. Вот так. Итальянская. Итальянская. Ага. Вот. Ну, кушаем, радуемся. Радуемся, Ага. радуемся. С днем рождения! Приготовили Антуан Евграф. Вот стоят. И наш легендарный шеф-повар Азимута. Вот, с ребятами поработали. По идее, все должно быть очень просто, но решили, что-то надо сделать, что-то такое интересное. Вот и сделали. С вашим именем неразрывно связано становление, развитие и популяризация национальной якутской кухни, являющейся важной частью материальной культуры народа Саха. Благодаря беззаветной преданности своему делу и неоценимому опыту. Вот мне очень нравится беззаветной преданности своему делу, да, хочу еще раз подчеркнуть, и неоценимому опыту. Вы заслуженно пользуетесь авторитетом и уважением среди коллег. На протяжении всей вашей трудовой деятельности вы прививаете любовь к родному краю, раскрывая красоту и богатство якутской культуры. Управление высоко ценит сотрудничество с вами, направленное на продвижение культурных ценностей республики, поддержку инициатив по сохранению и популяризации национальной кухни. Мы убеждены, что благодаря вашему личному вкладу Тагин-Дархан откроет новую страницу своей истории, став уникальным центром якутской национальной кухни и символом процветания республики. Николай Васильевич, от всей души желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья, благополучия вам и вашим родным и близким. С наилучшими пожеланиями руководитель управления Иван Васильевич Лазарев собственноручно расписался. Так. Вот, и хотел бы подчеркнуть, что вот фанатизм Николая такой, да, его оптимизм, его вот перекликается, у меня тоже вот это есть, правило 3 Н, нет ничего невозможного. У Коли это вообще еще шире, он вообще не видит границ, он мечтает широко, он летает высоко, и поэтому мы уверены, у нас все получится. И еще раз благодарю вот Николая, Валерию, что мы сегодня делаем что-то новое и что-то интересное. Пусть у нас все получится. Еще раз с днем рождения тебя юбилейным. Спасибо.